Ситуация не налаживается со дня на день. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Барки Тачик реагирует на энерголимит в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Барки Тачик опровергает информацию о лимитированной подаче электроэнергии потребителям в сельских местностях страны. Такая информация не имеет под собой оснований, сказали в энергохолдинге. В случае приостановки подачи электричества Барки Тачик призывает потребителей обратиться к местным электроэнергетическим сетям. Относительно экспорта электричества в холдинге отмечают, что поставляется незначительный объем в Афганистан, исключительно для сохранности линий электропередачи и оборудования. Между тем, Барки Тачик опровергают также сведения агентства по статистике относительно экспорта электроэнергии в 2021 году. Во всех районах страны, кроме столицы и областных центров, потребители электричества, включая предприятия и больницы, снабжаются электроэнергией по несколько часов в сутки, вечером и утром. Как вы относитесь к тому, что Барки Тачик опровергает все уже давно известные всем факты? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По данным статистического ведомства, только за 11 месяцев минувшего года соседним странам было поставлено электричество на сумму почти $93,5 миллиона. Однако в энергохолдинге Барки Тачик утверждают, что в целом за 2021 год экспорт электроэнергии сложился на $14 миллионов, меньше указанной агентством по статистике цифры. В энергохолдинге сообщили, что в минувшем году было экспортировано электроэнергии на сумму 896 миллионов самани, что на 371 миллион больше, чем в 2020 году. В частности, объем поставок в Афганистан в минувшем году сложился на сумму 635,9 миллионов самани, а в Узбекистан 260 миллионов самани. Тем самым Барки Тачик всячески опровергает то, что уже давно известно. И таким образом пытаются сделать из людей идиотов. Раньше они говорили, что нет никакого энерголимита, это просто ремонтные работы, а сейчас они говорят, что это виноваты местные электростанции, это из-за них не поставляется людям электроэнергия, а у них все прекрасно, как всегда. Первые сообщения об ограничениях в подаче электроэнергии появились в соцсетях еще в первой половине октября. Сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях о любом запланированном нормировании электроэнергии безосновательны, заявила государственная компания Барки Таджик. Как вы относитесь к такой ситуации, к такой лжи, и как у вас обстоят дела с подачей электроэнергии? Ведь много писем поступает от подписчиков о том, что у них до сих пор существует энерголимит, и как это портит им жизнь. А у вас как обстоят с этим дела? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!